Предлагаем вашему вниманию обзор экономических, спортивных событий, чрезвычайных происшествий и новостей экономики. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И начнем с актуального курса валют. По информации Центробанка России, 1 доллар сегодня стоит 75 рублей и 81 копейку. Евро 88 рублей и 95 копеек. Покупает американскую валюту сегодня по наилучшей цене Россельхозбанк за 75 рублей и 85 копеек, а продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 76 рублей и 53 копейки. Курс покупки и продажи евро сегодня самый выгодный у Россельхозбанка. Покупает европейскую валюту за 89 рублей и 43 копейки, а продает за 90 рублей и 22 копейки. Айсен Николаев провел совещание о ходе реализации комплексного инвестиционного проекта Жатайской судоверфи. Обеспечить проведение всех работ в соответствии с утвержденным графиком, параллельно вести работу по строительству транспортной и социальной инфраструктуры для сотрудников предприятия и подготовке местных кадров. Такие поручения дал региональному правительству глава Якутии по итогам совещания. Айсен Николаев подчеркнул, что проект по строительству Жатайской судоверфи должен быть комплексным. Наряду с возведением высокотехнологичного объекта необходимо построить общежитие и жилой дом в Жатае для работников будущего предприятия. Завоз жизнеобеспечивающих грузов в арктические районы Якутии находится на особом контроле. Плановый объем перевозок составляет более 760 тысяч тонн. Доставлено до пунктов назначения 711 тысяч тонн или 93% от плана. На особом контроле находится завоз жизнеобеспечивающих грузов в арктические районы Якутии. План составляет 209 тысяч тонн. На текущий момент перевезено 91% от плана. Дорожная карта закупки самолетов для единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» подписана между авиакомпанией, государственной транспортной лизинговой компанией и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Подробнее расскажет Нургуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Нургуяна, добрый день. Что в ней прописано? Сергей, я тебя приветствую. В дорожной карте прописан график поставок российских самолетов Сухой Суперджет-100 и Ил-114. Отмечу, что планируемый объем финансирования единой дальневосточной авиакомпании из федерального бюджета в 2021 году составляет около 3,5 миллиардов рублей. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Прирост арктических запасов в 2020 году составил 2 миллиарда тонн условного топлива. В общей сложности на проведение данных мероприятий было направлено почти 4 миллиарда рублей бюджетных средств. Геологоразведка велась на 11 объектах. В ходе работы изучалось геологическое строение перспективных территорий нераспределенного фонда. Велась локализация прогнозных ресурсов и углеводородов. Кроме того, в настоящее время Роснедра ведет сбор данных о результатах геологоразведочных работ, проведенных коммерческими компаниями. Министерство финансов Российской Федерации планирует создать государственную лабораторию, которая позволит предотвратить неточности в сведениях о содержании драгметаллов в экспортируемых сырьевых товарах. В настоящее время готовится соответствующий нормативный акт. Всего на экспорт ежегодно вывозится порядка 2 миллионов тонн руды. При этом значительная доля сырья отгружается за рубеж с указанием низкого содержания драгметаллов, что предполагает возможность их извлечения только в других странах. Таким образом, сознательное искажение данных о содержании золота приводит к формальному занижению валютной выручки компаний. Экспертную рабочую группу по строительству коксохимического завода создадут в Якутии. Такое поручение дал премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко. В группу войдут представители территорий, входящих в зону строительства завода, а также экологи и активисты, которые примут участие на всех этапах реализации проекта совместно с профильными структурами. Задачей работы рабочей группы станет содействие формирования и последующей реализации плана мероприятий по обеспечению экологической безопасности.
Список участников направят на согласование и утверждение до 10 апреля. Отметим, что коксохимический завод станет первым на Дальнем Востоке предприятием с мощностью производства 4 миллиона тонн металлургического кокса в год. Объект создаст свыше 1400 новых рабочих мест и новые налоги в бюджет региона. Китайская компания Цзиньань инвестирует в проект порядка 5 миллиардов юаней. В продолжение темы горняки компании «Якутуголь» добыли 370-миллионную тонну угля с начала разработки Нюрнбергского месторождения. Юбилейную тонну добыл экипаж экскаватора номер 70. Отметим, что концентрат коксующегося угля поставляет металлургическим и коксохимическим предприятиям России, а также экспортирует в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Энергетические угли поставляют жилищно-коммунальным и другим предприятиям Дальнего Востока России. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства принял решение выплатить компенсацию 701 дольщику в 6 регионах России. Речь идет о Московской и Саратовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Бурятия, Удмуртия, Якутия. В частности, в Якутии планируется достроить 2 дома застройщика «Симир». 2 кристалла выявили ученые внутри алмаза матрешки, который был добыт на Нюрнбергском ГОКе. Во внутреннем кристалле алмаза матрешки обнаружен еще один алмаз, и он тоже матрешка. В данное время специалисты ведут подсчеты его массы. Необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, был добыт в Якутии в 2019 году. Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата. Установлено, что объем первой внутренней полости составляет 6 кубических миллиметров. Дубайский офис «Алроса» проводит аукцион алмазов специальных размеров от 10,8 карат. Показы завершатся 15 апреля, итоги подведут 16 апреля. На аукцион выставлено 150 алмазов общей массой 2331 карата. Как отметили в компании, Объединенные Арабские Эмираты создали одни из самых комфортных условий посещения страны в нынешнюю эпоху глобальной борьбы с COVID-19. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24. Сергей, у меня на этом все. Тебе слово. Нургуяна, спасибо. С экономической ситуацией в стране и мире нас ознакомила Нургуяна Иванова. Новый глава Якутска вступил в свою должность. Инаугурация Евгения Григорьева состоялась в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина. На церемонии присутствовали общественность города, депутаты Якутской городской думы и правительство региона, а также журналисты. Наш корреспондент Петр Васильев тоже наблюдал за вступлением в должность мэра столицы. Сергей, приветствую. Буквально только что завершилось представление избранного мэра Якутска публики. На инаугурации здесь, в ДК Гагарина, присутствуют представители Якутской городской думы, общественники, конечно, большой пул журналистов. В начале инаугурации Евгений Григорьев поклялся на 2 конституциях о том, что он будет с честью и совестью соблюдать Конституцию, защищать интересы граждан и исполнять возложенные на него обязанности. Новому главе вручили удостоверение градоначальника и, конечно же, символический ключ от Якутска. Сегодня Евгений Григорьев начал новую главу в жизни нашей столицы. Напомню, досрочные выборы главы завершились в конце прошлой недели, в понедельник. В начале нового дня уже были известны первые результаты. Так, по данным ТИК, Евгений Григорьев одержал победу с более чем 44% голосов избирателей. В целом выборы прошли со строгим соблюдением всех необходимых санитарных правил. На территории города работало, и его пригородов работало 122 избирательных участка, поэтому каждый желающий мог прийти и отдать свой голос. Но для тех, кто не смог в эти дни выйти из дома, участковые комиссии работали, так скажем, удаленно и выезжали на адреса. Сейчас за моей спиной началась концертная часть. Сергей, подробности мы расскажем в вечерних эфирах. У меня на этом все. Петя, спасибо. О вступлении в должность мэра столицы Евгения Григорьева нам рассказал наш корреспондент Петр Васильев.
В Министерстве труда и соцразвития региона на 40% ускорился документооборот и на 20% сократились временные расходы. Об этом сообщил глава Якутии на круглом столе, посвященном результатам влияния пандемии на экономику России и темпам цифровизации. По словам Айсена Николаева, цифровая трансформация дает огромное сокращение временных и финансовых затрат, а также улучшает жизнь людей, которые могут получать госуслуги гораздо быстрее. Ранее глава региона говорил о планах в этом году все министерства Якутии вовлечь в проект «Государственное управление 4.0», который направлен на системную реорганизацию моделей госуправления. Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат от COVID-19 на основе плазмы крови переболевших людей. Введение препарата COVID-глобулин, содержащего антитела к коронавирусу, помогает организму человека побороть заболевание и учит иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Препарат COVID-глобулин разработан холдингом НАЦ-Имбио госкорпорации Ростех при поддержке правительства Москвы. В перинатальном центре Якутска состоялась презентация научно-популярного издания «Дневник питания мамы и малыша», посвященный Году здоровья в республике и Году науки и технологий в России. Данное издание поможет в практической работе по продолжению успешного грудного вскармливания, информированию матерей и членов их семей о преимуществах, а также содействовать созданию групп поддержки кормящих матерей и направлять в эти группы женщин после выписки из больницы. Основным автором книги является руководитель Центра питания научно-исследовательского центра медицинского института СВФУ Ульяна Лебедева. В данное время дневник вышел тиражом 165 экземпляров и будет издаваться непрерывно. Издание позволит женщинам, которые испытывают трудности с грудным вскармливанием, при выписке из роддома, из перинатального центра, помочь в успешном грудном вскармливании. Выражаем глубокую благодарность Борисовой Прасковье Петровне, председателю движения «Матери России» Якутского регионального отделения, Лебедеву Ульяне Михайловне, главному внештатному нутрициологу Никитиной Левне Михайловне, главному врачу Центра иммунопрофилактики за издание книги. Вулкан Этна выплеснул в ночное небо фонтаны лавы на 6-й неделе вулканической активности. Следующие кадры снял на видео один из очевидцев. Сицилийский вулкан извергается с 16 февраля. Фонтаны лавы осветили ночное небо над горой Этна в ночь на среду, когда вулкан на острове Сицилия перешел в активную фазу. Живущие в непосредственной близости люди делятся в соцсетях захватывающими кадрами. Лаву, медленно сползающую по склону, снял на камеру один из очевидцев. Он рассказал, что поток из юго-восточного кратера не представляет опасности для людей. Потенциальной проблемой могут быть лишь облака пепла. Время от времени слой пыли покрывает окрестные деревни и близлежащий город Катания. Самый высокий действующий вулкан Европы проснулся 16 февраля и с тех пор время от времени радует местных жителей фантастическими зрелищами. Швейцарская фирма разработала робота, предназначенного для очистки салонов самолетов от коронавируса. Эффект достигается с помощью ультрафиолетового излучения. Итогом применения устройства должно стать преодоление страха перед воздушными полетами, рассказывает Сергей Берец. Разработка швейцарской компании стартапа Ювея убивает коронавирус с помощью ультрафиолетового излучения. Такой способностью обладает робот, который проходит испытания на самолетах авиакомпании Helvetic Airways. Идея принадлежит команде инженеров, которую возглавляет Джодок Элмегер. Технология довольно старая и небезопасная. Мы не хотели подвергать людей излучению и заменили их роботом. Опасны некоторые растворы, если находятся рядом с лучом. Поэтому система автономна. Мы включаем машину и оставляем ее в самолете. Она проводит дезинфекцию и автоматически останавливается, когда работа завершена. Человек и техника не контактируют. А для путешественников важно, что не остается следов химических веществ на креслах. И внутри все абсолютно чисто. На обработку такого самолета, как этот Embraer, уходит 13 минут. Как говорит представитель Helvetic Airways Мехди Генен, перевозчик надеется, что таким образом сможет поправить свои дела.
Для нас по-настоящему важно восстановить доверие к авиапутешествиям. Если пассажиры и экипажи будут знать, что самолеты безопасны, в них нет вредных бактерий, вирусов, мы сможем снова полететь. Устройство еще должно пройти сертификацию, хотя методика применяется по меньшей мере полвека в больницах и лабораториях. В ходе испытаний предстоит выяснить, не выцветит ли обивка салона и кресел от повторных сеансов дезинфекции. Менее чем за год до официального начала зимних Олимпийских игр в Пекине на подготовленном к ним спортивных площадках стартовали пробные соревнования. В течение 10 дней профессионалы и любители выявят сильнейшего в 7 видах спорта. Подробности далее. В Пекине стартовала 10-дневная серия мероприятий, цель которых проверить состояние спортивных объектов, построенных и реконструированных к зимней Олимпиаде 2022 года. В качестве испытателей выступают профессиональные спортсмены и паралимпийцы, любители и юниоры. Соревнования проводятся по 7 видам спорта, в числе которых хоккей с шайбой, бег на коньках и керлинг, обычный и в креслах на колесах. Официальные турниры Оргкомитет игр планирует на последний квартал текущего года при условии, что этому не помешает ситуация с коронавирусом. Власти пригласили журналистов на арену «Ледовый куб», где проходили тренировки и матч по керлингу. Корреспондент Рейтер не заметил иностранных спортсменов и зрителей на трибунах. Олимпиада запланирована на период с 4 по 20 февраля будущего года в столице КНР и прилегающей провинции Хэбэй. Правозащитники призывают Международный олимпийский комитет лишить Китай права на проведение игр из-за предполагаемых репрессий в отношении мусульман-уйгуров. Китайское правительство называет ложными измышлениями все утверждения о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Сборная Северной Македонии по футболу неожиданно обыграла национальную команду Германии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Это первое поражение немцев дома за 2 десятилетия. О сюрпризе от сборной Македонии расскажем далее. Неописуемое счастье свалилось на болельщиков сборной Северной Македонии по футболу. В среду их команда обыграла Бундестим со счетом 2-1 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года в группе J. Матч проходил на стадионе МСФ-Арена в Дуйсбурге. Первый гол на 45-й минуте забил нападающий Горан Пандев. На 63-й ответил с пенальти Илкай Гюндоган, полузащитник Манчестер Сити и сборной Германии. Успех македонцев за 5 минут до финального свистка закрепил Элиф Элмаз, выступающий за Наполи на позиции полузащитника. Для немцев это первое поражение в подобном домашнем матче за 20 лет. Тем самым прервалась серия из 35 побед, которая началась для национальной команды ФРГ после проигрыша англичанам 0-5 в 2001 году. Самая популярная газета Федеративной Республики «Бильд» запустила опрос, не пора ли немедленно освободить Йоги, то есть Йоханнеса Лёва, от обязанностей главного тренера и заменить его другим специалистом за 2 месяца до чемпионата Европы. Накануне встречи он говорил, что не испытывает меланхолических настроений, после признался в ошибках и горьком разочаровании. Северная Македония с 2 победами вышла на 2-е место в отборочной группе J. Германия опустилась на 3-ю позицию. На 1-й Армения, победившая Румынию. Финал Кубка мира 2022 года пройдет в Катаре. Возвращаемся в наш регион. Поселок Серебряный Бор Нерюнгринского района является энергетическим центром Южной Якутии. Как и везде, здесь существуют свои проблемы. Сегодня наш корреспондент Ирина Кичигина расскажет о некоторых из них. Ирина, приветствую, передаю тебе слово. Здравствуй, Сергей. Поселок Серебряный Бор находится в непосредственной близости с федеральной трассой А-360 Невер-Якутск. Отсюда возникает проблема с большегрузным транспортом, которая доставляет немало неудобств населению. Сегодня рядом со мной житель поселка Валерий Каленов. Давайте узнаем его мнение по этому поводу. Валерий Анатольевич, здравствуйте. С какими именно проблемами сталкиваются серебряноборцы, которые связаны с большегрузным транспортом?
Ну, как было сказано, поселок находится рядом с трассой, и все дальнобойщики, которые идут на Северный Якутск и опять на Тынду, возвращаются, очень многие заезжают в поселок сюда. Здесь рядом, за моей спиной, целый ряд магазинов. Вот они приезжают сюда, покупают покушать себе. Вот на этом месте, где я стою, рядом они останавливаются. И бывает так, что по несколько часов стоят, а несколько в другой раз бывает и до сутки. И, значит, они сюда заезжают, потом идут по кольцу, мы на площади находимся, где они заезжают и выезжают опять. Все это движение осуществляется под знак, запрещающий знак движения грузового транспорта запрещено. А мало того, что здесь на площади постоянно ходит народ и создается угроза жизни пешеходам, еще и разбиваются дороги. Но это еще, кроме этого, у нас еще большие проблемы кроме них, кроме больших грузов. Здесь местные предприятия находятся между поселком и за моей спиной ГРЭС находится. Вот в том районе находятся предприятия. И строительные, и монтажные, и другие, электромонтажные. И машины, их машины грузовые, проезжают опять же через площадь по этой дороге, срезая якобы путь для движения к своему предприятию. Хотя у нас 3 дороги находятся в поселке, грузовые, грузовые, где можно ездить. Значит, на 2 дорогах стоят запрещающие знаки, но одна, по которой можно ездить, она чуть длиннее, чем остальные. Поэтому все хотят буквально срезать на 1 километр расстояние. Не понимаю почему. И этим нарушают правила движения и разбивают все дороги. И эта дорога, о которой мы говорим, что срезает путь, значит, очень большое движение людей. Тут находится, в народе называется Белый дом, где здесь целая сеть магазинов, люди ходят. Здесь энергосбыт ходят платить. Здесь парикмахерская, здесь находится администрация поселка. Очень много людей сюда ходит. Но здесь был когда-то переход, так называемая зебра. Ее сейчас убрали, 2 года ее как нет. Просим ее тоже восстановить. Спасибо, Валерий Анатольевич. А мы обратились в местную администрацию для того, чтобы узнать, какие меры принимаются для решения данной проблемы. Администрация регулярно обращается в ГИБДД по Нерюнгринскому району с соответствующими заявлениями, прикладывает фотографии. Фотографии делают в том числе жители нашего поселка, которые также возмущены тем, что транзитный транспорт заезжает к нам в поселок, разбивает дороги, да и мешает на проезжей части своими габаритами. Помимо этого у нас имеется еще одна проблема в поселке. На кольце при въезде часто наша молодежь дрифтует на отечественных автомобилях, чем раскатывают, соответственно, в зимний период времени дорожное полотно, то есть дорожное покрытие становится скользким, посыпка вся слетает. Помимо этого часто, не очень часто, но бывает такое, что сносят само ограждение кольца. Администрации приходится за свои средства бюджетные восстанавливать данное ограждение. Здесь также обращаемся по данным фактам в ГИБДД по Нерюнгринскому району. Естественно, на постоянной основе нам никто не может выделить патрульный автомобиль. Но меры принимаются, патруль ездит, а сообщение о том, сколько фактов зафиксировано непосредственно сотрудниками органов внутренних дел, у нас не имеется. А нам остается ждать конкретных результатов, которые помогут жителям поселка стать спокойнее за свою безопасность, здоровье и комфорт. Сергей. Ирина, спасибо. Будем надеяться, соответствующие ведомства услышат это обращение и примут необходимые меры. Мы идем далее. Задымление произошло в самолете Ан-24 полярных авиалиний на рейсе Якутск-Ленск. По данным пресс-службы компании, при рулении на предварительный старт воздушного судна Ан-24 во время включения системы кондиционирования на борту самолета произошло задымление кабины экипажа и пассажирского салона. Командиром было принято решение отменить вылет и вернуться на стоянку. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Отмечается, что 31 пассажир
пассажир вылетел в Ленск на резервном воздушном судне авиакомпании. Самолет с неисправностью отстранен от полетов. По данному факту проверку проводит территориальное управление Росавиации. В Якутске полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии выявлено кустарное производство немаркированной алкогольной продукции на территории одного из домовладений. При обследовании земельного участка в столице, а также жилого дома, в котором проживает 43-летняя безработная местная жительница, оперативниками было обнаружено и изъято порядка 14 тысяч пустых бутылок, 9 тысяч крышек, 8 тысяч этикеток от водочной продукции с наименованием одного из российских производителей, а также акцизные марки с признаками подделки. Также были обнаружены различные полимерные емкости и лабораторный спиртометр, предназначенный для измерения концентрации этилового спирта в водно-спиртовых растворах. Изъятые предметы и материалы направлены на экспертное исследование. В настоящий момент фигурантка находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. А в поселке Жиганск осудили работницу почты, которая за несколько месяцев присвоила более 900 тысяч рублей. Часть этих денег она дала в долг подруге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии. По данным ведомства, подсудимая исполняла обязанности начальника отделения почтовой связи. Хищение она совершила с марта по май прошлого года путем переводов. Она также выдавала своей знакомой в долг деньги за счет средств организации. Причиненный материальный ущерб составил свыше 900 тысяч рублей, который возмещен ею в ходе предварительного следствия, отмечается в сообщении. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно. Более 200 нарушений выявлено при трудоустройстве иностранных граждан в Якутии. Чаще всего нарушают сроки при заключении или прекращении трудового договора на выполнение работы или оказание услуг, сообщает Госкомзанятости населения. И напоминает, что работодатель обязан уведомлять территориальный орган МВД при использовании иностранной рабочей силы. По данным Министерства внутренних дел региона, в прошлом году выявлено 218 нарушений миграционного законодательства при привлечении на работу иностранцев. За Полярным межрайонным отделом Следственного комитета России по Якутии возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Алаиховского района о даче заведомо ложных показаний. В июне прошлого года в суде рассматривались материалы уголовного дела по обвинению мужчины в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В ходе судебного заседания один из свидетелей пытался ввести суд в заблуждение и дал заведомо ложные показания. Свидетель заявил, что подсудимый не мог совершить преступление, так как находился в другом месте и к смерти потерпевшего может быть причастен другой человек. В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. Помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительской системе Анастасия Потапова и представители общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах лишения свободы проведут прямые линии с населением и личный прием граждан. Даты, адрес и время приема сейчас на ваших экранах. Ведется предварительная запись на прием. Номер телефона горячей линии 46 06 60. В этом году планируются масштабные работы по обновлению, ремонту существующих газораспределительных сетей и строительству новых газопроводов в Якутии. В столице республики уже начаты работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по улице Ильминская. Вдоль улицы Ильминская в Сайсарском округе Якутска произойдет замена сети газораспределения низкого давления от улицы Чайковского до сквера Журавли над Ильменем. Общая протяженность газопровода составит 1300 метров. Работу начали 10 февраля. По плану у нас стоит, работы должны закончить до 31 мая. Вот, это участок получается от улицы Чайковского до сквера Журавли над Ильменем. Это общая протяженность километр 300 по прямому участку и еще ответвление для частного сектора. Маленькое отставание есть, но я думаю, вот сейчас вот потепление пошло и должны нагнать.
В начале года Ленск пришел к тому, что с его улиц некому стало убирать мусор. ООО «Профи», выполнявшая эту работу на протяжении 2 лет, отказалась от продления контракта с региональным оператором. Пока две стороны выясняли отношения, город утопал в отходах. В итоге региональный оператор сам вышел на уборку Ленска. Как сегодня обстоят дела, расскажет Светлана Балеева. Она с нами на прямой связи. Светлана, добрый день. Как справляются с уборкой мусора в Ленске? Добрый день, Сергей. В Ленске наконец-то решена проблема с вывозом мусора. Вот так сегодня выглядят практически все мусорные площадки в городе. Нужно сказать, что буквально пару месяцев назад ситуация была совершенно другая. С этого года, с начала этого года, к вывозу твердых бытовых отходов приступил сам региональный оператор. Из города Мирного в Ленск была направлена специализированная техника и создана небольшая автобаза. Сотрудники предприятия ежедневно выходят на уборку городских объектов, а также отрабатывают заявки, поступающие от жителей частного сектора. Нужно сказать, но несмотря на то, что у предприятия совсем небольшой автопарк, это 4 единицы специализированной техники, справляются с поставленными задачами они довольно-таки хорошо. Город чист, и отдаленные микрорайоны тоже постоянно убираются. Мы спросили у жителей, как оценивают они работу регионального оператора. Так, я живу по улице Набережная 103, то есть у нас мусор стал более-менее хорошо вывозиться. То есть баки не такие вот, как были до этого. В принципе, я довольна. Нормально. У нас чисто, убрано. Вот в Ханайдахе, например, убирают очень редко. На Алросе сейчас вроде бы более-менее. В общем, в моем, вот там, где я живу, 9-этажки, нормально справляются, убирают вовремя, все чисто, хорошо. Я не знаю, на Алросе вывозят. Было тут проблемы какие-то, они решились, я так думаю. Сейчас вовремя убираются. Жители, конечно, довольны работой регионального оператора, а вот он не совсем. В своем интервью руководитель предприятия нам рассказал, что в процессе работы они сталкиваются с довольно многими сложностями. Об этом более подробно мы расскажем в нашем вечернем сюжете. Сергей? Светлана, спасибо за информацию. Ждем от тебя подробностей. А мы идем далее. Тем временем мирнинские коммунальщики избавляют город от символов зимы. С городской площади на этой неделе убрали горку и ледовые фигуры. А вот очищать Мирный от слоя спрессованного снега начали в середине марта. По словам коммунальщиков, в этом году зима была снежной. Только с площади Ленина за один день вывезли 360 кубометров снега. Центральную часть города планируют полностью очистить за 3 дня. Весь белый покров вывезут на полигон. Также приводят в порядок Вилюйское кольцо и Площадь Победы. В планах Храмовый сквер и другие памятные места города. 4 апреля в нескольких городах одновременно пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Она приурочена ко Всемирному дню здоровья. По традиции, центральной площадкой акции станет ВДНХ в Москве. В мероприятии активное участие примут и регионы. О том, как готовятся любители спортивной ходьбы в Якутске, в материале Ирины Григорьевой. Каждый раз, когда приходим в парк, мы делаем сначала зарядку. Каждое утро в парке у любителей скандинавской ходьбы начинается с разминки. 10 тысяч шагов ежедневно. Именно с таким девизом вот уже несколько лет живут члены клуба любителей скандинавской ходьбы «Стимул». Ходьба в любое время года, в любую погоду. Здоровье начинается с одного шага, уверены члены клуба. Лея Бакирьева, организатор акции всероссийской, которая будет в воскресенье, говорит, что ходьба – это золотой рецепт оздоровления. Вот в чем вообще смысл ходьбы, и вы как сторонник здорового образа жизни? Что вы про это можете сказать? Я как представитель спортивной науки и вообще как любитель ходьбы хочу сказать, что это первое, самое большое преимущество – это доступность. Любой человек, любого возраста, любого состояния, можно сказать, если врач не прописал постельный режим, он может ходить. Это очень большая помощь сердцу человека. Известному клубу «Стимул» 7 лет. Скандинавская ходьба для этих людей – это не только спорт, это образ жизни. Скандинавы, так они себя называют, ходят даже в холод и стужу.
и даже в 50-градусные морозы. Лена Савина здесь со дня основания. Шутит, без своих спортивных палок уже никуда. Признается, приобрела здесь не только здоровье, а нашла верных друзей. Но мое окружение вот только сейчас начали понимать, что, глядя на меня, что действительно ходьба, она полезна. Потому что они видят, что я практически не болею. Все время хожу, почти каждый день бываю здесь в парке. И летом у нас бывают интересные походы. Вот это все настолько увлекает, такая жизнь, что они видят, что у меня постоянно глаза сверкают, да? Марфа Никифоровна отмечает, после первой прогулки ее жизнь поменялась на 180 градусов. Признается, пришла из-под палки. Ежедневно бороться с собой непросто. Воля – ее главный стимул. Уверена, шаг за шагом потребность превратится в привычку. Я всегда агитирую и своим одноклассникам всегда пишу, давайте надо ходить, ходить и ходить. А если мы на диване так и останемся сидеть, мы и состаримся очень быстро. Научно доказано, ходьба обладает оздоровительным эффектом и является профилактическим средством от болезней сердца и легких. При ходьбе расходуется больше килокалорий, сжигается лишний вес. Особенно полезно ходить именно зимой. Мороз исцеляет и оздоравливает организм. Специалисты рекомендуют, если хочешь быть здоровым, считай шаги. А для нормальной физической активности ежедневно нужно проходить от 6 до 10 тысяч шагов, а это примерно 6,7 километров. Матвей Лыткин отмечает, скандинавская ходьба очень полюбилась жителям Якутии. Во всех районах есть любители ходьбы. Сейчас скандинавы активно готовятся к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», которая пройдет в это воскресенье. Эта акция имеет большое преимущество в том плане, что люди могут бесплатно проверить свой уровень холестерина и свой уровень сахара. Любые заболевания легче предупредить, чем потом лечить. Любители скандинавской ходьбы отмечают, главную награду от жизни они уже получили. Это поправленное здоровье, всегда хорошее настроение и любовь к спорту. Ирина Григорьева, Семен Афанасьев, «Утро Якутии». Продолжаем спортивную тему. Сегодня в легкоатлетическом манеже стадиона Туймада проходит региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Нормативы сдают госслужащие. Среди испытаний отжимания, подтягивания, поднимание туловища, гибкость и стрельба из электронного ружья, а также бег на 2 и 3 километра. Наш корреспондент Алексей Лукьяненко узнал, как проходит фестиваль. Как вы можете видеть, мы сейчас находимся в легкоатлетическом манеже. Здесь достаточно много народу. Здесь государственные служащие сдают норматив ГТО, то есть в переводе он означает «готов к труду и обороне». То есть это делается для своей физической подкованности, чтобы быть физически сильным и в целом как позиционировать здоровый образ жизни. Народу, как вы можете видеть, много. Они сдают в комплексы, разные комплексы по возрастным категориям. Здесь специально есть шкала возрастного критерия, то есть в соответствии, исходя из возраста, вы можете выбрать свои нормативы отжимания, подтягивания и других направлений. И вот рядом с нами один из таких комплексов как раз таки находится. Вы можете видеть, это платформа для отжимания. То есть для того, чтобы сделать отжимание, нужно руки согнуть в локтях достаточно низко, чтобы эта платформа нажалась и загорелась лампочка, то есть тогда отжимание ваше будет засчитано. Вот таким образом, как мы здесь уже посмотрели с тренером, мне нужно для выполнения на золото, то есть, кстати, есть 3 ступени, это серебро, это бронза, серебро и золото. Вот для того, чтобы мне сдать норматив на золото, мне нужно сделать 32 раза. Сейчас попробуем это с вами вместе сделать. Давайте посмотрим, как у меня это получится.
дорогие друзья, как вы можете видеть, я сделал 32 раза. Рядом с нами сейчас находится как раз-таки главный тренер, главный судья Александр. И мы спросим у него в целом о моей технике и на что я мог бы претендовать. Здравствуйте, Александр. Ну, расскажите про мою технику. Мог бы я претендовать, скажем, на золото, допустим? Здравствуйте, Алексей. Но ваша техника соответствует правилам выполнения испытания сгибания упора рук, упора лежа на полу. Вы сделали по своему нормативу на золотой знак. Ну, в принципе, такой техникой вы свободно пройдете нормативы. Спасибо, приятно слышать. Значит, не все потеряно. Скажите о том, сколько в целом здесь участников на сегодняшний день и как в целом проходит подготовка и как сдаются нормативы? Но сегодня более 90 человек имеется участников на фестивале ГТО среди государственных и муниципальных служащих Республики Саха-Якутия. В утренней программе сейчас проходят силовые виды и стрельбу из пневматической винтовки, с электронного оружия. После обеда пройдут бег на длинные дистанции, это 2-3 километра. Вот. По результатам этих испытаний будут выявлены победители, призеры по своим возрастным ступеням. Это 6, 7, 8 и 9 ступень. Там и по группам мужчины и женщины еще. И по итогам данного фестиваля победители будут кандидатами в сборную команду Республики Саха-Якутия, чтобы представлять наш регион, нашу республику на российском уровне в фестивале ГТО среди государственных служащих Российской Федерации. Спасибо, Александр, вам огромное. Желаем вам успехов и вашим участникам. Но я напоминаю, что все данные участники, они будут награждены, как я узнал, дипломами и медалями. И также в дальнейшем с каждым годом данный вид спорта готов к труду и обороне. Он становится актуальным и популярным, потому что действительно здоровый образ жизни с каждым годом набирает все больше оборотов, все больше здоровых ребят. Поэтому обязательно приобщайтесь, сдавайте нормативы, потому что мы с вами должны быть здоровыми, мы за здоровую нацию. Ну, на этом у меня, Сергей, все. Будем держать вас в курсе спортивных событий. Алексей, спасибо за такое бодрое включение. Мы идем далее. Легкоатлетам сборной России разрешили выступать на играх в Токио под флагом Олимпийского комитета страны. Подробнее расскажет Власий Сергеев. Власий, приветствую. Как в итоге будет выглядеть экипировка россиян? Сергей, здравствуй. На флаге российских легкоатлетов вместо логотипа МОК будет логотип ОКР без текста. Ну а на форме вместо привычного сокращения РУС будет нанесена аббревиатура Олимпийского комитета России. Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российские легкоатлеты на играх в Токио смогут выступать под флагом Олимпийского комитета своей страны, а не под флагом МОК. Об этом сообщает пресс-служба международной организации. Напомним, согласно санкциям Всемирного антидопингового агентства, российские спортсмены могут выступать на крупных турнирах только в нейтральном статусе без использования флага и гимна страны. Добавим, что в 2021 году статусы, дающие право принять участие в крупных международных стартах, могут получить не более 10 спортсменов без права замены. Россиянин Данил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс», который проходит в Майами. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6-4, 6-2. Эта игра стала третьей в очном противостоянии спортсменов. В предыдущих 2 случаях победу также праздновал испанец. В полуфинале турнира он сыграет с итальянцем Янником Синнером. Напомним, 25-летний Медведев является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров ATP. На стартах серии «Большого шлема» его лучшим результатом является выход в финал. Немецкий центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА Йоханнес Флойгман признан самым ценным игроком единой лиги ВТБ в марте по версии организаторов турнира. В минувшем месяце армейцы одержали 4 победы над Смоки Минском, Химками, Калевом и Униксом. Флойгман в среднем за игру набирал 14 очков, делал 8 подборов, 2,8 передачи и 1,5 перехвата при эффективности 22 балла. Во многом благодаря уверенной игре немца ЦСКА вернул себе 2-е место в турнирной таблице лиги. На его счету 15 побед в 20 матчах сезона.
Заброшенная шайба Николая Кныжного помогла Сан-Хосе выиграть у Миннесоты в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-2. В составе победителей помимо российского защитника отличились Рудольф Балцерс, Райан Доната и Эвандер Кейн. У гостей взятия ворот провели Кевин Фиала и россиянин Кирилл Капризов. Для Кныжного эта шайба стала дебютной в НХЛ. Теперь на его счету 1 шайба и 4 передачи в 35 матчах текущего сезона. Его Сан-Хосе занимает 7-е место в таблице западного дивизиона, набрав 34 очка. Миннесота идет 3-й, имея на счету 44 пункта. В следующем матче Сан-Хосе сыграет с Лос-Анджелесом, а Миннесота сойдется с Вегасом. Перейдем к событиям якутского спорта. Сборная республики завоевала 2 комплекта наград на чемпионате России по стрельбе из лука. Турнир прошел в Алуште. Степанида Артахинова, Даяна Винокурова и Юлия Маркова одержали победу в командных соревнованиях среди блочниц. В финале они оказались точнее представительниц Псковской области. В стрельбе из классического лука Кристина Устинова, Валентина Евдокимова и Рената Курчатова стали обладательницами серебряных медалей. А в борьбе за золото якутянки уступили соперницам из Рязанской области. В администрации Липецкой области прошло награждение мини-футбольного клуба ЛКС за победу в регулярном чемпионате Высшей лиги России среди команд западного дивизиона. Медали получили и якутяне, выступавшие за Липецкий клуб Никита Евтушенко и Никита Рычков, а также иворийский студент СВФУ Янник Самплей. Напомним, ЛКС возглавил таблицу Запада, набрав 59 очков в 26 играх, опередив «Газпром Бурение», финишировавший вторым на 1 балл. В 1/8 финала ЛКС играет с клубом Ростов, который в регулярке финишировал 8-м. Первая встреча двухматчевой серии пройдет завтра в Ростове-на-Дону. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Власе, спасибо. О новостях спорта нам рассказал мой коллега Власий Сергеев. На Комсомольской площади столицы сегодня проходит традиционная выставка собак, которая проводится в рамках Дня охотника в Якутии. Своих четвероногих друзей выставили не только жители столицы, но и охотники из районов республики. Всего представлено 5 разновидностей лаек. Самые распространенные породы в нашем регионе – восточно-сибирская, западно-сибирская и аборигенная якутская охотничья лайка. Как отмечают организаторы мероприятия, с каждым годом в Якутии растет число породистых охотничьих собак. Это связано с тем, что якутяне уделяют особое внимание содержанию и разведению породы. В этом году собак будет оценивать эксперт первой категории Александр Попов из Новокузнецка. Я в Якутии впервые. Давно мечтал сюда попасть. Я благодарен, что меня пригласили, оказали мне такое доверие. Потому что много разговоров о якутских собаках ведется. Одно время здесь была подзаброшена работа с охотничьими собаками, регистрация собак, выдача документов. Сейчас это дело все налаживается. Здесь очень красивые собаки породные, есть явные помеси, где-то привезенные издалека. Но это всегда так было. Охотники в поселках глухих, для них они не понимают порода, для них главная лайка. Рабочая, им все равно восточница, у тебя рабочая, у меня рабочая, вместе повязали. Так все-таки делать не стоит. Надо придерживаться одна порода и другая порода, чтобы не смешивать. 2 апреля родился знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен. Сам писатель не любил, когда его называли детским, и считал, что его сказки интересны в первую очередь взрослым. О том, какими еще событиями знаменито 2 апреля, смотрите далее. 2 апреля – Международный день детской книги, День единения народов России и Белоруссии и Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В Якутии сегодня День гражданского активиста. По народному календарю считалось, что вода из колодца сегодня приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться ею, чтобы излечиться от разных болезней. 2 апреля 1792 года в США основан первый монетный двор. Расположен он в Филадельфии и на сегодняшний день является единственным производителем американских банкнот. 2 апреля 1833 года вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Поэт писал его 7 лет, 4 месяца и 17 дней. В 1912 году в этот день впервые в печати упомянуто слово «джаз». Новый термин появился в американской газете «Лос-Анджелес Таймс». В
2 апреля 1958 года президент США Дуайт Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении НАСА. Агентство создавали для победы в космической гонке между СССР и США в период Холодной войны. 2 апреля 742 года родился Карл Великий, король франков и император Запада. В 1725 году в этот день появился на свет Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, путешественник и писатель. 2 апреля 1805 года родился Ганс Христиан Андерсен, датский поэт и прозаик, писатель-сказочник. 2 апреля 1955 года родился Николай Сванидзе, российский тележурналист, общественный деятель и профессор. Именины в этот день празднуют Александр, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Просковья, Светлана, Севастьян, Сергей и Ульяна. В кинотеатрах России успешно стартовала премьера первой картины, снятой по российским комиксам о майоре Громе. Какие еще фильмы можно посмотреть в выходные, расскажем в следующем материале. Наш город болен. Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность – все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград в борьбе с криминалом. Я чумной доктор. Но все резко меняется с появлением человека в маске чумного доктора. Заявив, что город болен чумой беззакония, он принимается за лечение, убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей. Общество взбудоражено, полиция бессильна. Высшие круги в ярости. Игорь Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого зависит мирное существование целого города. Жил правосудие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет... Молодой священник в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста-наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему. Хотя школа готовит все новых экзорцистов, одержимость распространяется как эпидемия. Добро пожаловать. Изыди! Ученик экзорциста. В кино с 1 апреля. И в завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня заметно похолодало, минус 7 градусов. Облачно, вечером минус 14, а ночью минус 19. Ветер с порывами до 8 метров в секунду. В Ленске тоже пасмурно. К вечеру столбики термометра опустятся до минус 13. Ночью еще холоднее, минус 17. Ветер с сильными порывами до 9 метров в секунду. В алмазной столице тоже похолодало. Сегодня в Мирном минус 14. Переменная облачность. Ветер до 9 метров в секунду. Вечером похолодает до минус 19, а ночью вернется настоящая зима, и столбики термометров опустятся до минус 24. В Нерюнгри облачно, днем минус 6 градусов. Ветер в порывах от 5 до 11 метров в секунду. Вечером станет значительно холоднее, до минус 12, а ночью минус 16. Теплее всех вышеперечисленных городов в столице региона, в Якутске, днем минус 5 градусов, светит солнце, переменная облачность в течение дня. Однако ночью столбики термометра опустятся до минус 22. Ветер с порывами до 8 метров в секунду, давление 753 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 43%. На этом выпуск подошел к концу. Смотрите, что смотрели нас. Помните о безопасности. Носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.